Здесь Борис Гажанашес. Вас приветствует литературная гостиная Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Мы снова рассказываем об известных людях нашей республики, внесших свой большой вклад в развитие ее науки, литературы, искусства, но волей какого-то непонятного случая сегодня ставших, к сожалению, малоизвестными. Среди них мне особо хочется рассказать на этой сегодняшней нашей беседе о поэте Иване Еремеевиче Еремееве. Почему об Иване Еремеевиче Еремееве? Да потому что, знаете, его судьба была очень характерной для начала 20 века, ее 17-х, 18-х, 20-х, 30-х годов. Его судьба полностью перекликалась с судьбой нашей страны, когда сквозь голод, холод, лишения рождалась новая власть, рождалась новая страна, которая требовала к себе новых добровольцев, волонтеров. Но как получается, каждая революция, ведь она походит, видно, на Сатурн, который поедает своих детей. Но в этом нет ничего, увы, нового, но нова судьба каждого отдельно взятого человека. И к тому же человека необычного, человека, имевшего поэтический голос и четко проявленную гражданскую позицию. Иван Еремеев родился в деревне Почешур, Какся, по-удмуртски Пучо, ныне Можгинского района Удмуртской Республики в 1909 году. С детских лет он познал все, что познается сыну небогатых родителей. Было их в семье двое детей, так уж получилось чисто хрестоматийно. Иван да Марья, сестра Марья у него была. И так получилось, что они остались сиротами. Матери сначала отца не стало. Говорят, он был не против иной раз и за картежным столом посидеть. Вот. Но что-то там было, в семье сложилось не то, и отец рано ушел, и матушка большими усилиями пыталась их поднять на ноги, но, к сожалению, это ей оказалось невозможным. Она тоже рано ушла из жизни, и вот мы видим на фотографиях уже юношу Ивана Еремеева. Он в удмуртской рубашке, хорошая прическа у него, вот, и на ногах лапти. Вот. Другой вид одежды ему и в юности, и в детстве, видать, не приходилось. Но судьба сжалилась над талантливым мальчишкой. Комсомольцы поместили его в Нынекский детдом. Нынек – это известная деревня, село, можно сказать, ныне Можгинского района. Вот. А потом, после детдома, ему удалось поступить в Можгинский педагогический техникум. Вот. Именно здесь уже начал проявляться его литературный талант. Вот. Как вспоминает Игнатий Гаврилов, известный удмуртский драматург, Иван Еремеев, он был невысокого роста, рыжеватый, голова большая и очень подвижный. Очень подвижный, он бегал, Трофим Архипов, потом в те времена Филипп Александров, много их было удмуртских писателей, в Можгинском педтехникуме тогда училась. Вот. И
никак, говорит, было невозможно даже подумать, что такой вот парнишка очень развитой, со слов Игнатия Гаврилова, мог в свое время, значит, ходить по деревням, просить подаяния, потому что иной раз и песню спеть, иной раз и сплясать. Все, говорит, было по словам Ивана Еремеева. Потому что Игнатий Гаврилов почему никак не мог поверить, не то что поверить, а не мог допустить такой мысли, хотя внутренне он понимал, что это так и было. Иван Еремеев был очень гордого склада, характера человек. Он никому не шел на поклон, в юности ему пришлось, видно, много пострадать из-за этого. Вот. И вот он начинает уже в педтехникуме писать свои стихи. Он уже тогда выделялся среди учеников педтехникума. А в 1928 году в книге в Ижевске была издана его первая книга, первая и единственная книга при жизни «Вужись в Иле». Вот она в фондах Национальной библиотеки Удмуртской республики, она есть, элегантная, вот такая эффектная, вот здесь автор тоже. В 1928 году вышла его книга. Вот. Но что поражает и сегодня литераторов, и писателей, и поэтов, знакомых из Удмуртии, знакомых с историей удмуртской литературы, это то, что уже в 1929 году в номере 19 или номере 19 разгромная статья вышла от Кузебая Герда на Ивана Еремеева. Вот именно этот факт меня лично очень заинтересовал. Что же это такое? Выдающийся деятель, знакомый с Сергеем Есениным, Максимом Горьким, другими действующими лицами мировой литературы, который учился в Москве, на «ты» разговаривал с первыми лицами Водской области, и вдруг ни с того ни с сего в 29 году какого-то мальчишки на книжку он отзывается разгромной статьей. Это совершенно было не в стиле Кузебая Герда. И вот это меня очень заинтересовало. Литература, профессиональная литература – это труд довольно жесткий, где человеческие отношения проявляются довольно вычурно. Довольно вычурно и довольно жестко. Вот. Допустим, то, что даже тот же Лев Николаевич Толстой, ну, пример хрестоматийный, не работает, наверное, здесь, но без этого нельзя. Того же Шекспира называл шарлатаном или что. Но тут действующие лица другие, слава богу, и объем их вклада в литературу, наверное, другой. Мы не говорим больше или меньше, но другой говорим. И вот я допустил себе такую мысль, что, знаете, тогда ведь что было? Более всего, 20-е годы вступали в литературу интереснейшие поэты Удмуртии. Удмуртские, русские. О чем они писали? Конечно же, о советской власти. Наиболее таким ведущим, форвардом в этом деле был, конечно же, Даниил Майоров. Именно тогда звучала звонкая лира поддержки советской власти. Вот, советской власти. А Иван Еремеев, конечно же, он писал так же, как они. Но Иван Еремеев все же какой-то люфт оставлял и для личностных восприятий, для личностных переживаний. Вот буквально, знаете, я хочу прочитать его стихотворение «Сестре», его посвященное стихотворение в переводе Мара. Как я уже рассказывал, они вместе ходили по деревням и собирали подаяния. Иван да Марья, с детства сироты. Вот. «Моя любимая сестра, твоя печаль была остра, ты слезы проливала, ты горе горевала,
Никто не пожалел тебя, никто не приласкал любя, не вытер слез рукою, никто не успокоил. Вставала рано ты, дружок, мотала нитки на моток, да поздней пряла ночи и выплакала очи. Твой муж тебя жестоко бил, твой свекор тоже лютым был, а ты была рабою, бесправною обоих. Зари до поздней темноты, работая, окрепла ты, и цепи разорвала, и вот свободной стала. Навстречу встал весенний день, и солнце разогнало тень. Идешь по светлому пути, тебя счастливее не найти. Ну и, конечно, без happy end тут не обходится. Времена были такие, должен был наличествовать добрый конец, светлый добрый конец. Тут еще стихотворение «Сон», и большое стихотворение у него «Дети-сироты». Вот он пишет посвящение удмуртскому поэту. Совсем молодой еще, только лишь после педтехникума, молодой поэт, без крыши над головой, но наполненный такими большими перспективными планами. Что-то огонь гудел, наверное, в груди. И вот удмурт-поэт Леон пишет: «Лечит перо кутыса, тонкыл бордегош тишкот, ваньмалкы де понеса, а здесь ульдер пук тишкот, ты надулон поэт лен, арыш аревош яшке, тебер кылбурет, вутул кымка джуткашке». Вот здесь какая-то программа, именно лирическая программа для поэта. Вот он пишет: весь твой настрой ты ставишь впереди себя, и твоя жизнь перед тобой как ярко расцветающий цветок и так далее. Азлань паладем ласько, ношик кулбургоштыны. И вперед я тебе желаю новые писать стихи. То есть такое чисто дружеское послание. И вот я задумался, а почему в 29 году такая критическая статья вышла об Иване Еремееве, совсем молодом поэте? Написана статья Кузибаем Гердом. Мне кажется, Кузибай Герд был человек из плоти. Я допускаю то, что Кузибай Герд, наверное, все же хотел приободрить молодого поэта. А с другой стороны, и чувствуется, что, может быть, он наконец-то в массе таких пролетарских крестьянских поэтов услышал голос конкурента. Это допустить очень сложно, но поэзия — это вся езда незнаемая. Потому что Иван Еремеев не ограничивался только лишь стихами, плакатами. Он уже начинал писать о внутренних таких беспокойствах, лирика, это именно субъективные его переживания. И поэтому я могу допустить только 2 пункта. Это значит, первое — подбодрить поэта, второе — увидеть в нем будущего конкурента. Как бы то ни было, я думаю, что история литературоведения с этим разберется. Наш поэт после выпуска книги захотел стать артистом. Он приехал в Ижевск, люди тут, видно, знали его. Он ходил около театра, но что-то там у него не склеилось. И вот в это время, в 30-м году, он выпускает книгу. Вот эта книга, ставящая огромный знак вопроса над его всем творчеством и над всем его именем. Называется «Попьёс кулакёстен ляльчиосы». Попы – кулацкие наймиты. И в этой книге он камень на камне, конечно, не оставляет на служителях церкви. Это такие карикатурные названия на удмуртском языке, что именно они обслуживают богатеев из колхоза. Вот такие смешные карикатуры. И что заставило написать такую книгу Ивана Еремеева? А мы ведь хорошо знаем, в тех временах даже те люди, которые снимали колокола с церквей, чаще всего они недолго проживали.
И поискав себя в Ижевске, не найдя на театральных подмостках, видно, будучи, имея характер взрывной, вспыльчивый, Иван Еремеев все бросает и уходит в Норью учительствовать, в Малую Пургу. И вот тут опять такой странный вопрос. Что там получилось? Мало кто чего знает. Вот. Его имя было уже известно в кругах. Вот сборник стихов. И вот эта книга, она в красных уголках всех из читален нашего края она была в руках всех агитаторов, я полагаю. Имя Ивана Еремеева известно. И вот тут в Норье Малопургинского нынешнего района Удмуртии что-то получается такое непонятное, которое опять усиливает число вопросительных знаков в персоне Ивана Еремеева. Некоторые говорят, что несчастливая любовь посетила его, а другие говорят, что получилось возмездие божеское. За написание его книги он был отлучен, то есть его подвергли обструкции. И ни одна из этих гипотез практически не подтверждена. Но мне думается, что моя мысль склоняется к первому варианту. Я пытался узнавать, что же все же с Иваном Еремеевичем случилось, Еремеевым, но явного ответа не было. И только в Малой Пурге мне прослышалось, что все же была женщина. Шершеляфам, говорит ведь мировая мудрость. Но как бы то ни было, в 1932 году Иван Еремеев в селе Норья Малопургинского района стреляется. И вот так завершился жизненный путь подающего очень большие надежды удмуртского поэта Ивана Еремеева. Вот. И в 1932 году газета «Удмурт-Коммуна» от 18 августа напечатала такой некролог. Большая Норья, 16 августа, 9 часов, застрелился и погиб удмуртский поэт Батрак Еремеев Иван Еремеевич. Тело будет перевезено в Ижевск, о дате похорон сообщим дополнительно. И было Ивану Еремееву 23 года от рождения. Говорят, что от Ивана Еремеева остался сундучок с рукописями, и куда-то он затерялся. Но мы-то ведь знаем, что рукописи не горят. А может быть, найдутся еще эти рукописи где-то в удмуртских глубоких деревнях, или та женщина, которую он посвящал, оставила себе его стихи. Но судьба Ивана Еремеева, она, конечно, соразмерно, созвучна комете, оставившей яркий след на небосводе, но сгоревшей быстро. А в памяти народной Иван Еремеев остался совсем еще молодым, подающим надежды поэтом, человеком со сложным характером, человеком очень взрывным, горячим, его хорошо помнили. И специалисты от удмуртской литературы связывали с ним очень большие надежды. Впрочем, как и простые читатели тоже.